О пенсиях. С начала этого года в России заработал новый федеральный закон о специальной оценке условий труда. Именно от него зависит, кто может получить право на досрочную пенсию. Все подробности реформы узнала Наталья Николаева. По статистике в России удельный вес всех досрочных трудовых пенсий по отношению к общему количеству назначенных по старости за 3 последних года превышает средний показатель в 2 и более раза. До последнего времени главным критерием, по которому человек имел право выхода на заслуженный отдых, были так называемые списки 1 и 2. В них четко прописано, кто может воспользоваться такой льготой, причем независимо от условий труда. Однако с введением в силу федерального закона номер 426 ситуация кардинально изменилась. В связи с принятием федерального закона 426 о специальной оценке условий труда, изменения коснутся плана того, что работодатели, которые имеют рабочие места, дающие право на досрочный выход на пенсию, они будут обязаны уплачивать дополнительные тарифы страховых взносов. И также в связи с этим законом будет очень иметь большое значение класс условий труда, в которых работают сами эти работники. Главная цель реформирования системы – улучшение условий труда. То есть все рабочие места должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В этом прежде всего заинтересованы сами работодатели, а уже после оценки все профессии должны быть поделены на классы. Все-таки правительство Российской Федерации идет к тому, чтобы упорядочить выход на пенсию, чтобы на самом деле на пенсию досрочную выходили не так как прописано они в списках, раньше не зависело от условий труда, а с тем, чтобы именно конкретно за вредные условия труда. Шкала оценивания включает в себя 4 уровня – опасный, вредный, допустимый и оптимальный классы. Результат будет зависеть непосредственно от тех условий, в которых трудится человек. Правом выхода на досрочную пенсию сможет воспользоваться лишь тот, кто работает на вредном и опасном производстве. Оптимальный, допустимый, он не дает права на досрочную пенсию, даже если эта профессия будет указана в списках. То есть это значит, что если по оптимальным и допустимым, то условия труда хорошие, соответствуют требованиям. Все-таки у нас идет технический прогресс, автоматизация предприятий, и работодатели, они несут за это ответственность и стараются модернизировать свое производство, чтобы не было никаких несчастных случаев там и тому подобное. В конце стоит сказать, что изменения в пенсионной системе в части критериев выхода на заслуженный отдых должны завершиться к 2018 году. Те же, кто оформляет пенсию в этот переходный период, имеют полное право воспользоваться прежними условиями, но только если оценку условий труда на рабочем месте еще не успели провести.